Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня я буду делать расклад а, извините, для моей клиентки. М, а, Ну, в общем, расклад на отношения. Я так понимаю, что появился третий человек, другая девушка, и образовался у нас любовный треугольник. И вот, в общем, получается, сделаем расклад на любовный треугольник. Так. Посмотрим сигнификатор партнера на сегодняшний день. Ну, как мы видим, здесь у нас вышло колесо фортуны, старший аркан влюбленный тоже и королева кубков. Можно это трактовать так, что на данный момент партнеру, так сказать, посчастливилось найти себе пару. Он сейчас находится вот в этих отношениях. И можно сказать то, что ему комфортно, и он сейчас пока занят мыслями о своей партнерше. Но также у нас здесь есть королева кубков. Можно трактовать эти карты как то, что партнер сейчас думает и о королеве кубков, и о той девушке, в отношениях с которой он находится. Вот. Либо можно трактовать эти карты так, что королева кубков — это, собственно, и есть та самая девушка-партнер вот этого молодого человека. Но мы сейчас посмотрим. Так. Так, сигнификатор девушки, которая смотрит это гадание, да? Так, на сегодняшний день. И сигнификатор, собственно, третьего лица, да, то есть на данный момент это как бы сигнификатор девушки, с которой состоит в отношениях этот партнер. Ну, давайте коротко будем называть ее любовница, да, чтобы, как бы легче было говорить. Так, сигнификатор любовницы на данный момент. Возможно, у любовницы было завершение каких-то отношений, и после этого завершения она встретила, собственно, вот этого партнера, да. Он выходит у нас здесь как король жезлов, она его так видит. Жезлы — это у нас масть страсти, да. Вот. Но также вот есть двойка пентаклей. То есть она сейчас находится в позиции какого-то выбора. Возможно, если у нее были законченные прошлые отношения, ей как бы, может быть, она взвешивает нынешние отношения. Может быть, в чем-то сомневается в настоящем партнере. И поэтому она как бы пока вот в позиции выбора. Что касается вас,
сигнификатор на вас сегодня выпадает. Это у нас 8 пентаклей, дьявол и звезда. Ну, клиентка сказала мне о том, что ее очень сильно тянет к этому партнеру. И вот карта дьявол, она как раз-таки об этом и очень сильно говорит. Потому что дьявол — это у нас такая связь, которая мучает человека изнутри, то есть выворачивает, то есть, может быть, есть сексуальная привязанность к этому партнеру. Даже если у вас, например, не было контакта, неважно, все равно как бы вот есть такое страстное желание этого партнера, чтобы он был рядом, извините, заговариваюсь. Я еще немного болею. Вот. Значит, по дьяволу также это может быть у вас кармические отношения с этим партнером. Может быть, вы что-то не отдали друг другу. Так, ладно, будем смотреть расклад дальше. Ну, в общем, по карте звезда, как бы у вас, получается, есть надежда. То есть карта звезды — это надежда. Надежда на то, что вы будете с этим партнером. Ну и карта 8 пентаклей, в принципе, здесь, мне кажется, все-таки это карта показывает, что вы сейчас в работе или стараетесь заработать деньги и углубились пока в работу также. Так. Давайте посмотрим, что партнер чувствует к девушке, с которой он сейчас находится в отношениях. Так, и что партнер чувствует к девушке, которая смотрит это гадание? Ну, я так хочу сказать, что ни там позиция какая-то очень странная. Так, значит, что он чувствует к девушке, которая смотрит это гадание? Во-первых, есть четверка кубков, да, то есть человек сейчас открещивается от любых ваших каких-то проявлений чувств, да. Ему вот комфортно сейчас пока вот так посидеть, не видя то, что Вселенная ему, ну, как бы предлагает, да. В данный момент вот это кубок — это ваши чувства, но партнер как бы его пока не видит или не хочет видеть. Он сейчас стабильно вот в таком положении пока. Так, по карте умеренность можно сказать то, что он как бы сейчас, ну, может быть, находится в равновесии сам с собой, да, то есть ему пока, вот если эти все вместе карты сложить, да, четверка кубков и умеренность. Ну, человек пока в себе, и он, в принципе, находится, для него вот это состояние гармонично. То есть пока по этим картам можно сказать, что он никак себя не проявляет, да. Ну, вот есть здесь, конечно, карта 8 жезлов. Карта такая всегда немножко путающая. Это карта скорости. Конечно, иногда кто-то трактует эту карту так, что если выпадает эта карта, то человек может проявиться, не знаю, написать сообщение какое-то вам или еще что-то. Ну, вполне возможно, что он может как-то проявиться вот по этой карте, но вот две остальные карты говорят о том, что пока он в задумчивости по отношению к вам.
Что же он чувствует вот к этой девушке, с которой он на данный момент находится? Что-то здесь тоже, какие-то такие карты, знаете, ну, не намекающие на конкретную любовь. Только в начале, вот, как сигнификатор партнера, нам а, выпадали две карты на отношения, да? Почему-то на данный момент партнер воспринимает вот эту девушку, с которой находится в отношениях, м, как будто у них какая-то борьба есть друг с другом. Может быть, они на данный момент поссорились или еще что-то. То есть тут еще карта пятерки пентаклей. То есть, ну, возможно, возможно, у самого вот этого партнера, вот этого парня, да, мужчины, сейчас, вот на данный момент, такой период, когда он безресурсный, ну, как бы в состоянии безресурсности, да. Может быть, он на данный период не может дать никаких чувств ни этой девушке, с которой в отношениях находится, ни вам. Может быть, он в раздумьях сейчас находится. Вот, почему-то с этой девушкой у него какая-то борьба. Тут еще справедливость карта и пятерка пентаклей. То есть пятерка пентаклей, понятно, может говорить о том, что у человека сейчас финансовой подушки нету, да, возможно, но также это можно трактовать, что у человека сейчас ресурсов нет, душевных. И вот он почему-то борется здесь. Так. Есть ли будущее? Так, у меня карты выпали. Сейчас. Так, давайте спросим вопрос. Есть ли будущее в отношениях вот данного парня и его партнерши? Так, ну, тут у нас тройка мечей, которая часто проигрывается как любовный треугольник, ну или карта боли, карта душевных обид, переживаний. Ну, также выходит здесь у нас король кубков. Скорее всего, в данных отношениях он будет вот на коне, так скажем, будет королем кубков, и, скорее всего, он будет инициатором того, что будет вот этой партнерше доставлять какие-то душевные раны. Ну или будет постоянно, скажем так, засматриваться на кого-то еще, да, потому что он у нас выпадает королем кубков. Конечно, король кубков это такой мужчина, который, в принципе, умеет любить, но тем не менее вот рядышком с этой картой мне кажется то, что если у них и будут отношения на будущее, да, то это принесет душевные раны. И, скорее всего, больше девушки, чем нежели этому партнеру. Так. И есть ли перспективы отношений у вас и у этого парня? Ну, вообще на самом деле есть. У вас даже больше шансов на перспективу отношений, чем вот у этой девушки, с которой он сейчас находится. Во-первых, здесь выходит двойка кубков, собственно,
как бы. И шестерка жезлов. Шестерка жезлов это, в принципе, карта триумфа, да, победы такой. А, То есть можно здесь трактовать эти три карты так, что да, как бы перспектива отношений есть, и вы, в принципе, сочетаетесь как пара по двойке кубков, да. У вас могут быть равноправные чувства к друг другу. Но вот туз мечей немножко нам тут подмешивает ложку дегтя в бочке с медом, потому что туз жезлов это, ой, извините, туз мечей это когда мы, скажем так, постоянно отстаиваем свою точку зрения, постоянно ругаемся, как бы вообще эта карта как этот, как черная кошка пробежала между двумя людьми, да, между парой. Но, в принципе, конечно, вы можете быть вместе, потому что вы здесь парой выходите. Так. Ну и на вопрос о том, что как бы... Ну, давайте спросим у карты вопрос. Будет ли у моей клиентки новый партнер, или же все-таки она будет вот с этим партнером? Ну да, в любом случае будет какой-то выбор. И карта говорит о том, что можно будет заново начать новые отношения. Но тут карта говорит о том, что это все зависит от вас. То есть если вы захотите, то да, то можно будет начать заново, скажем так, да. Жизнь, оставить багаж прошлого у себя за спиной и пойти с легкостью, вот как по карте Шута, да. Вот. Но в принципе, я могу сказать то, что по карте Солнца ваш путь будет освещен вот этим солнцем, да, то есть, в принципе, вы можете быть открытыми для новых начинаний, для новых отношений. А, Здесь, скажем так, это не возобраняется, да, вот. С этим партнером, скорее всего, у вас будет выяснение отношений, и, скорее всего, это закончится тем, что вы не сможете прийти к консенсусу, да. Вот. И, возможно, все равно вы придете к выводу о том, что пора что-то заново начинать, оставлять груз прошлого позади себя и заново как-то вот. Ну, потому что здесь у нас два пажа выходит, паж мечей и паж жезлов. Скорее всего, паж мечей это у нас намек на вот этого партнера, который мы здесь загадываем. Ну и судя вот по тузу мечей, который нам выпадал, там, скорее всего, в ваших отношениях с этим парнем постоянно есть какие-то конфликты. Туз мечей, да, вот тут паж мечей, тут пятерка жезлов. Есть постоянное выяснение отношений. И больше это с его стороны, кстати, идет, чем нежели с вашей. Так, ну и вот здесь еще у нас какой-то паж жезлов, то есть возможен, как я уже говорила до этого, возможно наличие нового лица.
Ну и тут у нас позиция выбора. Вы будете, в общем, сами выбирать, как вам поступить в данной ситуации. Начинать заново, не начинать заново новую жизнь, да? Так, ладно, я сейчас сложу карты и все-таки еще пару вопросов задам картам. Давайте зададим вопрос, прямой вопрос картам. Любит ли этот партнер вас? Ну или вообще были такие чувства к вам? Так, сейчас. Да. Значит, смотрите, вот опять выпадает нам карта влюбленных. В принципе, можно сказать то, что этот партнер воспринимал вас или воспринимает тоже, в принципе, как человека по судьбе. Потому что вот эта карта влюбленных, да, она говорит о том, что, в принципе, здесь ангел благословляет этот союз. И вот на вопрос, любит ли он вас, вот выходит вот эта карта, да. Возможно, трактовать эти три карты можно так. Вот тройка кубков. Тройка кубков — это, собственно, у нас любовный треугольник. Он из него выходит, едет к новым берегам, да, и все-таки выбирает себе партнера. Вот. Конечно, в отрицательном значении эти три карты можно так трактовать, что партнер к вам относился с легкостью, вышел из этих отношений и сейчас на данный момент находится в других отношениях, да, с другой девушкой. Но все-таки, опять-таки, скажу то, что я больше склоняюсь к первому варианту того, что я же все-таки задала картам вопрос, любит ли он вас. И здесь карта влюбленных есть. Но также показывается и любовный треугольник. Так, будет ли он делать какие-то шаги в вашу сторону? На данный момент, конечно, нет. Он сейчас очень с осторожностью смотрит в прошлое, да, как бы не доверяет прошлому, вот как бы из-за забора так смотрит. Позиция выбора у него тоже есть. Ну, то есть, получается, он не знает, предпринимать что-то или нет в вашу сторону. Ну и пятерка пентаклей говорит о том, что пятерка пентаклей для меня это что-то связанное с нулем. То есть, как бы нет движения, нет ресурсов, нет чего-то такого, да. Пока на данный период времени человек, скорее всего, к вам не будет делать никаких шагов, но вот эта карта, позиция выбора, говорит о том, что он все равно как бы в раздумьях, да? Так. Вообще стоит ли ждать вам этого человека?
Смотрите, здесь выходит десятка мечей, то есть это как бы точка. Либо вы ставите точку, либо, ну, как сказать, то есть десятка мечей для меня это как бы окончание чего-то, да. То есть в данном случае это окончание отношений ваших с ним. Здесь у нас король мечей выходит нам. Опять мечевая масть, да. Скорее всего, король мечей, это он у нас здесь выступает таким образом. Может быть, он был первым инициатором того, чтобы закончить эти отношения. И он сейчас такой холодный по отношению к вам. Не проявляет никаких своих чувств. Но также колесо фортуны говорит нам о том, что колесо может очень круто повернуться, да, другой стороной медали, извините. Так, ну, в общем, пока все-таки каких-то перспектив того, что он будет делать в вашу сторону, я не вижу. Так. Давайте спросим совет карт Таро для вас. Ну, как бы по отношению к этому партнеру можно сказать, что вам нужно быть королевой мечей. Не нужно никак проявлять в его сторону никаких своих эмоций, то есть нужно быть вот такой холодной. Тут, смотрите, опять мечи нам выходят, туз мечей, тоже как бы... Я вообще карты Таро не люблю рассматривать на долгую перспективу, потому что мы сами вершим свою судьбу, и расклады, которые вот мы делаем, да, они все равно показывают, скажем так, эмоции, чувства людей на какой-то небольшой период времени. Да, конечно, в картах можно обозначить какие-то временные границы, но лучше, скажем так, рассматривать карты вот на сегодняшний день, как обстоит ситуация, да. И вот на данный момент как бы карты говорят о том, что вам нужно быть сейчас холодной, и если вдруг кто-то вас обижает или еще что-то, нужно вот рубить мечом. Эту ситуацию. Отрубать нужно что-то. Вот. То, что приносит вам неприятности, боли, обиды, там, слезы, еще что-то. Потому что вы на данный момент королева мечей. Вот выходите. Конечно, нужно проявлять некоторую... Ну, в общем, нужно быть в балансе. Конечно, не нужно там устраивать какие-то войны, выяснение отношений, еще что-то, не дай бог. Нет. Умеренность во всем, баланс, гармония. Вот. Но туз мечей нам здесь как бы еще раз выходит. Ну, хочу сказать то, что если кто к вам придет с мечом, от меча и погибнет. Вот так вот. Вы способны на то, чтобы дать отпор. Вот. Что касается вопроса того, которого вы мне задавали по поводу судьбы. Ваш этот человек по судьбе или нет. В принципе, тут в раскладе выпадал нам дьявол, да. Часто это тоже выпадает карта кармических каких-то связей с человеком. Ну и 2 раза нам выпадала карта влюбленная. Но вот в данном раскладе почему-то я не могу ее трактовать. На вас эта карта все-таки выпадает. Или
выпадает на то, что партнер сейчас находится с другой девушкой. Вот. Я, конечно, давайте скажем так, 70% я трактую эти карты так, что карта влюбленных — это, скорее всего, человек вас тоже, возможно, воспринимает или воспринимал как свою судьбу. Вот. Потому что эта карта чаще всего и показывает то, что, люди как бы, не то чтобы созданы друг для друга, да, но они могут составить пару друг другу. Вот, и как бы вот ангел здесь благословляет этот союз. Все-таки я задавала здесь вопрос, любит ли он вас, и эта карта вышла. Значит, то, что он вас либо воспринимал, либо воспринимает как бы человеком, который подходит ему. Вот. Другое дело, что по каким-то причинам, да, человек решил увлечься другим партнером. И поэтому получилась такая ситуация. В общем, карты нам говорят о том, что вам сейчас не надо ничего предпринимать по отношению к этому партнеру. Вам нужно быть холодный, в гармонии с самой собой. Вот, и не нужно как-то сейчас бесполезно, я считаю, сейчас что-то предпринимать, потому что и со стороны партнера тоже видно, что он сейчас у нас как бы кроется. Он и по тому раскладу тоже выходил как 4 кубков. А 4 кубков — это как бы затишье такое в плане любовной сферы, да. И вот здесь он у нас тоже с опаской смотрит, недоверчиво. Возможно, ему нужно побыть какое-то время в таком состоянии, чтобы он, скажем так, уже принял какое-то решение для себя, потому что он тоже в позиции выбора, да. Вот. Это вот то, что карты показывают на данный момент, на данный период времени. Давайте скажем, например, 2 недели максимум, потому что наши эмоции и чувства каждого из нас очень нестабильные, да. И поэтому я и говорю то, что не люблю смотреть на долгую перспективу, задавать вопросы картам на долгую перспективу. Так, в общем, если у вас еще будут какие-то